Так, приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас будет технический раздел из разряда «Это вы можете». Ну или «Как починить одноразовую вещь». И сегодня у нас в гостях Suzuki Alto. Ну, это примерно 2008 год с неисправной рулевой рейкой. В общем, это машина с электроусилителем, но рейки у них сухие. Сам усилитель стоит на рулевой колонке, то есть система раздельная. И хоть здесь нету подводных камней. Но, в общем, история у всех одна и та же. Э, Рулевая рейка представляет собой трубу и вал. На конце трубы стоит втулка, которая не дает болтаться всей этой системе. И вот она, конечно, первая и разбивается. Но обычно на старых машинах японских они менялись. Там были пластиковые втулки, второпластовые, которые быстро вытаскивались, ставились новые. Ну, если есть, конечно, потому что эти втулки идут только под заказ. Большой популярностью они не пользуются. Но вот, разобрав эту рейку, я, конечно, удивился. Японцы сделали ее одноразовой. То есть вот это чудо, она завулканизирована в самой трубе. Ну или это соленблок. Ну, скорее всего, это вулканизация. Видно. Чтобы ее выбить, пришлось попотеть. Да, я использовал вот такую штуку. Это болт или шпилька с электрических столбов. Ну да, на 22 с копейками. Как раз подходит, чтобы выбить всю эту конструкцию. Выбивается очень тяжело, кстати. Надо сразу взять хорошую кувалду и от души, так сказать, приложиться. Ну вот, перейдем к нашей втулочке. Вот, собственно, слышно, что она болтается. Ну, может и не видно, но слышно. Тут у нас имеется, конечно, коррозия, задиры, но это мелочи жизни. Тут у нас тоже не все гладко. В общем, я так понял, она стальная, и внутри идет напыление. Видны задиры, следы износа. Ну, в общем, как-то так. Ну, это вся конструкция полностью одноразовая. Сейчас будем ее переделывать. У меня есть кусочек замечательного второпласта на 40. Тут внутренний диаметр трубы 28. Но надо будет взять немножко в плюсе, чтобы она там хорошо держалась. Диаметр вала на 21. Так, приступим. Сверлом на 21 делаем отверстие. Отверстие подвал. Надеюсь, не прослаблю. Но райбера на 21 у меня все равно нету. Поэтому о какой-либо подгонке, конечно, не может быть идти речи. Но посмотрим, что из этого выйдет.
Да. Да, я думаю, будет достаточно вот этого. Итак, я сделал втулку. Внешний диаметр 28,5. Я думаю, этого достаточно. Общая длина 30 миллиметров. Тоже неплохо. Родная примерно такая же, даже меньше. И сейчас будем ее отрезать. Хоп, готово. В общем-то, вот она. Так, ну это мы обработаем. Вот она. Здесь я сделал фаску, чтобы легче было ее. О, да. Придется забить хорошенечко. Ух, елки-моталки. Действительно туго. Так, сейчас мы ее отполируем, протрем и попробуем еще разик. В общем, после полировки, конечно, остались какие раковины, но задирчиков мало. И втулка достаточно туго перемещается по валу. Я думаю, ну тут, кстати, где нету выработки, она вообще туго ходит. А тут вот чуть послабже. Да, есть все-таки выработка, видать, некая. Но это не критично. Сейчас втулку надо установить в трубу. Тут тоже будет определенный натяг. Я рассчитываю, что она еще немножечко сожмется. И будет самое то. Да, и как бы я оказался прав, после запрессовки она уменьшилась в диаметре. Я не могу из оттуда, вал уже с трудом туда. Но я думаю, сейчас пройти сверлом чуть-чуть. И тогда все станет на свои места. Ну, в общем, прошелся я сверлом. Просто руками держишь, материал мягкий. И все равно туго. Как бы. Ну, я думаю, что, притрется. Со смазкой пойдет. Главное, никакого люфта. Вообще, все плотненько. Сейчас. Ну да, сейчас надо закрепить ее. Для этого я просверлю отверстие и закручу шурупчик. Ну, чтобы он случайно не вылетел там. Или еще что-то. Надо его как-то зафиксировать. Итак, я тут просверлил, зафиксировал шурупчиком. Пришлось подобрать самый маленький. Все длинные там выходят насквозь, уже упираются в вал. Но даже на этом этапе чувствуется, насколько это все туго. То есть я даже еще не собрал вот эту вещь. Она сейчас держится только на одной втулке. И перемещается довольно-таки туго. Теперь приступим к окончательной сборке. Надо будет тут все смазать, отрегулировать. Эти детали сейчас будем собирать дальше. Так, ну и вот рейка почти практически собрана.
Я все смазал, установил. И остается последний нюанс. Это регулировка прижимной вкладыша, который прижимает вот этот вал к этому валу. Но тут состояние хорошее, поэтому сильно усердствовать не надо, потому что если, ну, например, от души его затянуть, то, конечно, усилие возрастает многократно. Ну, если опустить, соответственно, тогда уж он вот. Но возможны стуки. То есть эта конструкция предназначена, чтобы эти стуки убрать. Люфты. Ну вот, надо как-то так. Да. Еще можно чуток поджать. Да, не сильно туго. Но и в то же время от руки она не крутится, как мясорубка. А это контрагайка. Это все дело контрагается. Потому что там на месте, на машине уже это сделать невозможно. Там доступа нету. Ну вот как бы и все. Теперь осталось все это собрать до конца и установить на автомобиль. Вот наша телепередача заканчивается. И теперь вы это сможете. Я надеюсь. Всем пока. Хороших ремонтов. Удачных.